Во время военных событий много чеченских семей эмигрировало в страны Европы. И сегодня хочется немного приоткрыть таинственную завесу того, как там, вдали от родины, протекает жизнь наших соотечественников. Мы наслышаны о том, что за границей легкая, обеспеченная и свободная во всех смыслах этого слова жизнь. Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться. И помочь нам в этом согласилась веселая и жизнерадостная Мадина Эсмурзаева, проживающая последние 20 лет своей жизни в Австрии. В 2003 году, перед отъездом, скажем, у меня уже была на руках дочь, которой сейчас 21 год, и сын у меня родился уже в Австрии. Ему сейчас будет 18. Они выросли очень разносторонними, у них очень много ценностей, что касается наших чеченских ценностей. Я их в семье всегда поощряла, внедряла язык, культура. Мой сын владеет чеченским лучше, чем русским, а дочка у меня владеет и чеченским, и русским. Но это уже помимо тех языков, которые они обучались там, английскому, испанскому и немецкому. Я проживаю в Нижней Австрии, там 9 федераций. То есть одна из этих федераций, Нижняя Австрия. И с первых дней я проживаю там, в столице. Сама Мадина родом из города Урус-Мартан, Урус-Мартановского района. Раннее детство Мадины прошло в Республике Казахстан, куда по распределению попали ее родители сразу после окончания педагогического вуза. Я из 7 учителей. У меня оба родители учителя. Преподавали русский язык и русскую литературу. У меня 3 братьев, 3 сестер. Одна из них сводная по отцу. Все мы сейчас уже взрослые люди, братья старше нас. Мое детство, оно в основном первые 7 лет прошло в Казахстане. Мы жили в поселении, где не было учителей, и мои родители, когда нам было по 2 месяца, самым младшим, они туда выехали, чтобы начать школу, которая была только построена для всех переселенцев, то есть людей, которые после переселения там остались. Это были немцы, армяне, поляки, украинцы. И много было чеченцев, кстати. Очень дружные были. И это, кстати, мне помогло за рубежом сразу адаптироваться, потому что также там я и проживала среди разных национальностей и проживаю до сих пор. В 1991 году был развал Советского Союза, и всем пришлось возвращаться. Те, которые желали этого, все возвратились. На тот момент в Чечне тоже была хорошая обстановка. То есть эти первые 3 года в Чечне, конечно, мы развивались. Мама нас водила на репетицию к Тамаре Исаевне. На тот момент она являлась руководителем кукольного театра. И у нее мы обучались актерскому мастерству. Отец Мадины Хамид Эсмурзаев много лет проработал учителем и впоследствии стал директором Урус-Мартановской школы номер 2. А мать Фатима Эсмурзаева преподавала в школах Грозного. Она была необыкновенно талантливой женщиной. Под ее авторством вышли в свет несколько книг, сборники ее стихов, повести и рассказы. Мадина унаследовала многие навыки и таланты своих родителей. Близкие шутят, что Мадина хочет прожить несколько жизней сразу. В ней бурлит неуемная энергия и бесконечное желание к саморазвитию. В профессии, которую она обрела в Австрии, она довольно успешна. Я являюсь учредителем сообщества чечено-австрийского культурного сообщества. По профессии я переводчик с чеченского на немецкий и английский, а также я
в титуле мастера являюсь специалистом социальных работ. Я обучалась в вузах, высших заведениях, учебных заведениях в Австрии. В нашем городе, где мы проживаем, около 4000 чеченцев в общем. У всех дети, и родители были просто есть заинтересованы в том, чтобы дети обучались танцам, обучались чеченским национальным, потому что нигде, ни в школах, ни, скажем, экстра учреждениях это можно было организовать. Там все свое местное, колоритное, но поэтому нужно было такое сообщество. Также она реализовала свой актерский талант, природное обаяние, легкость, вперемешку с глубиной, неординарность. Все это ощущалось на протяжении всего нашего общения с ней. Так как я последние 20 лет проживаю там, я не сильно смогу делать сопоставление, но в театрах в Европе есть такой момент, как театр для зрителей. То есть зритель может играть в театре. То есть я не стала актрисой профессиональной, но я занималась такой деятельностью. И также там мы ставили постановки, где я, в принципе, всегда была в главных ролях. Впереди у Мадины певческая карьера. Она хочет стать первой чеченской женщиной-бардом. Ее песни о любви к родине, об уважении к родителям, о жизненных ценностях, о верности избранному верному пути. В одно время я приобрела пианино именно для этого сообщества и как-то сама начала на нем бренчать, скажем, поначалу. Потом пошли какие-то стихи, пошли какие-то мотивы. И в итоге я за последние 4 года научилась подыгрывать, аккомпанировать самой себе и, соответственно, уже в своем арсенале имею более 30 песен. Чтобы обустроиться на новом месте, обрасти социальными связями, хотя бы немного заговорить на новом языке, нужно достаточное количество времени. У Мадины на это ушло 5-6 лет. Когда я переехала, у меня вот эта волонтерская деятельность почему-то быстро началась. Я начала работать с организациями, которые помогают беженцам в интеграции, сориентироваться на новом месте. Получилось это так, что я начала говорить на английском языке, будучи в процессе эмигрирования. То есть мы были в некоторых других странах, и общим языком почему-то явился английский, хотя я всю жизнь в школьное время изучала немецкий язык и уже даже хорошо владела, потому что я и была еще и самоучка. Но будучи уже в Европе, я начала общаться на английском языке, и по приезду в Австрию я уже на английском начала поддерживать наших людей, переводя им, ходя с женщинами, особенно к врачам. И через год, конечно, я заговорила. Мне было тогда 20 лет, и знание уже этого языка, плюс уже новый язык, и плюс эта образовательная база сделали свое. Я через год уже хорошо владела немецким языком. Будучи мигранткой, вот эта деятельность социального работника, переводчика, обучение в высших вузах, параллельно работа, это меня все, как говорится, засосала меня эта трясина. И я в основном посвятила свою рабочую, трудовую деятельность именно этому. В психологии есть такое понятие, как синдром Улисса. Нет, это не психическое расстройство, а нормальная стрессовая реакция здорового человека на экстремальную ситуацию. Это микс из страха, тревоги, ощущения утраты, связанный с трудностями эмиграции, такими как неопределенность, одиночество, отсутствие привычных возможностей и ухудшение материального положения. Мадина преодолела все это, научилась жить в новом месте и подстроилась под новые обстоятельства. Да, в Австрии жизнь Мадины наладилась. Она обрела профессию, решила материальные проблемы, вырастила детей. У немецкого философа Иоганна Георга Гаммана есть высказывание: «Нет более благородной болезни, чем тоска по родине».
Многие эмигранты обрели за границей довольство и благосостояние, и все бы хорошо. Лишь тоска по родной земле, ностальгия по временам, проведенным дома, побуждают их возвращаться к истокам, всем сердцем тянуться к корням, а планы на будущее связывать с тем местом, где они родились. Я развивала в себе именно талант пения. Почему-то, мне кажется, это более подходящая для меня форма повествования, именно самовыражения. Поэтому мои Ильяш, они больше повествовательны. Я несу посыл. И хочу себя больше зарекомендовать как бард. То есть это будет о родине, это будет о родителях, это будет обо всем, что связано с Чечней. И это будет также иметь религиозную подоплеку. То есть все, о чем я буду говорить в своих Ильяш. Автор стихов неизвестен. Мелодию я бы сама наиграла себе на пианино. Если бы сейчас было пианино, я бы могла бы себе подыграть. Но, как говорится, творческие люди, они должны быть находчивы, поэтому мы будем делать акапеллу. Юха хези кузата санмартан берзунех дериш ахиларша мацацка баргашна халхашка долучек кузах соқина قينا موخا إهن تاخيتا خزاغا تقئوش كوغا ما تشيوخا غيتنا نيقي موخا چن خرستنا عريانا تخش إيغوش كريتشنا زيني اتشكن حوز تلنا بشماش بودك يغوش Эрхам элоруг хиета шамоз. Можно бесконечно жить в самообмане, убеждать себя в том, что можно прожить и так, наслаждаясь беззаботной европейской жизнью. А можно посмотреть правде в глаза и признаться себе в том, что вдали от родной земли человек неполноценен. Здесь будут уместны слова Карла Шурца. Права она или нет – это моя страна. Если она права, я должен помочь ей остаться правой. Если не права, помочь ей стать правой. Все-таки я готова возвращаться. И возвратиться на родину – это было всегда моей целью. То есть, несмотря на все свои возможности, на свой карьерный рост и на все успехи, которые я имею в Австрии, ничего не сравнится со своей родиной, даже если эти возможности здесь и не будут. Быть среди своего народа, говорить на своем языке, где бы ты ни был, будь это какое-то учреждение или какая-то незначительная покупка. Человека, который 20 лет пробыл на чужбине, это очень многого стоит. Поэтому я более чем настроена возвращаться. Изменения, произошедшие в нашей республике, приятно удивляют переселенцев, вновь оказавшихся в Чечне. В первый раз я приехала 10 лет спустя, то есть после моей эмиграции в 2013 году. И в 2019 году, буквально перед короной, также я здесь побывала. И это, как бы, получается, мой третий приезд. Город, маша-Аллах, красиво преобразился, изменился. Я, честно говоря, мало что узнаю в плане того, что тот Грозный, который остался в моих воспоминаниях, также и разбитый Грозный. И то, что сейчас, конечно, это колоссальные изменения к лучшему. Мне очень нравится, что именно, не знаю, с чем это связано, но вот это, может, это возрастное, может, это в действительности
еще какой-то иной фактор, но вот эта религиозность, она во мне тоже по все эти годы росла, и я над этим очень много работала. И когда я приехала сюда и вижу, что наши женщины ходят в платках, красивые, опрятные, аккуратные, скромные, что на каждом шагу есть мечеть, что молодежь уже также носит бороды, что скромность, она как бы больше имеет презентность, что касается и ценность также. То есть это меня очень удивило и очень вдохновило, если честно, потому что мы, мусульмане, будучи, живя в Европе, конечно, не на таком официальном и колоссальном уровне, но все-таки чувствуем то или иное притеснение, например, как отсутствие возможности выйти на работу в хиджабе. Я сама очень долго к этому шла, но это больше, конечно, барьер, который у тебя там внутри. Ты боишься, что тебя не примут, что к тебе будут относиться по-другому и судить по одежке. И, соответственно, так как уже это немало известный факт, что все-таки по этой одежке все-таки нас судят, это свойственно, поэтому... Встречают, но не провожают, поэтому для меня это имеет большое значение, чтобы меня не судили по этой одежке, а судили по тем качествам и поступкам, которые я из себя представляю и делаю. Стереотипы, что чеченцы, проживающие за пределами республики, перенимают от европейцев их нравы, убеждения и привычки, далеко не всегда верны. Европа – это определенное общество и определенные нравы. Мигранты, которые именно переселяются в определенное время в другие места проживания, они больше придерживаются тех нравов, тех адатов, чем сами локальные, скажем, люди, которые остаются на своих местах. Это свойственно и туркам, свойственно и чеченцам. Более того, они больше и укореняются в этом. Поэтому чеченский язык, чеченская культура, чеченские традиции, это все соблюдается. Чеченцы очень живут сплоченно, если честно. Особенно у нас в городе, мы все знаем друг друга. Дикангон, все всегда вместе. Если кто-то женится, то все знают, все приглашены. Особенно я замечаю в таких моментах, как, например, приглашение. Ты сама знаешь, что у нас не свойственно приглашать на свадьбу, потому что это является таким знаком, скажем, непочтения в плане, что то же самое у нас там соблюдается. Мы переняли кое-какие традиции, хорошие традиции, как, например, наши деды переняли кое-какие бытовые традиции, будучи в Казахстане. Там будет это поднара, будет это пиалы, будет это маленький стол. То есть то же самое у нас тоже происходит. Мы берем что-то хорошее. Мадина строит далеко идущие планы для реализации своего богатого потенциала дома, в Чеченской Республике. Если все сложится, как я запланировала, я не без плана сюда приехала, то, скорее всего, возвращение будет. И оно, честно говоря, желаемо мною. То есть я хочу возвратиться и хочу основаться здесь. Конечно, навсегда приехать домой довольно сложно. За много прожитых там лет с принявшей тебя страной появляется много общего. Складывается определенный уклад жизни. И если мы будем говорить о том, что нужно все бросить и вернуться, то это тоже не так легко. Совсем нелегко начинать все сначала, даже дома. Обзаводиться жильем, искать работу, дать детям тот уровень жизни, к которому они там привыкли. Так сразу не получается. Только идти к этому, шаг за шагом, это верное направление.